Это итоги дня. В студии Анастасия Кобызева. И вот главные темы. Ветродизельный комплекс запустили в Тикси. Он позволит значительно повысить надежность энергоснабжения поселка. 201 случай COVID-19 за сутки. Данные по районам в этом выпуске. И как обстоят дела в регионе с заболеваемостью ОРВИ. Призвание «Помогать». В Нирингре наградили добровольцев, которые работали в период пандемии. Дистанционные мошенники не дремлют. Количество преступлений выросло в Якутске почти на 34%. Жизнь и смрад. Деревянный многоквартирный дом в Якутске превратился в фекальную Венецию. Жители бьют тревогу. Есть ли выход из ситуации? В маленьком селе Хатыстыр вышла кинокартина об ивенках Алданского района в годы войны. Как создавали фильм. В Тикси запустили ветродизельный комплекс. Это международный совместный проект Русгидро, японского правительственного агентства и правительства Якутии. Новый ветродизельный комплекс запустили во время телемоста, который объединил Якутск, Тикси, Токио и Москву. Ветродизельный комплекс готов к пуску. Уважаемый Виктор Викторович, разрешите пуск ветродизельного комплекса? Разрешаем. Ветродизельный комплекс готов к запуску. Сообщается, что новый объект значительно повысит надежность энергоснабжения изолированного арктического поселка Тикси с населением почти 5000 человек. Его плановая годовая выработка более 12 миллионов киловатт в час. Отмечается, что при этом экономия дизельного топлива составит до 500 тонн в год. А современные дизель-генераторные установки могут работать не только на дизельном топливе, но и на более дешевой сырой нефти, что также позволит снизить себестоимость выработки электроэнергии. Это уникальный проект не только для Якутии, но и для всей России. Уникальный проект российско-японского сотрудничества, когда технологии японские вместе с мощностями нашего российского Русгидро, Якутскэнерго, Сахаэнерго при поддержке правительства Республики Саха-Якутия позволили в Тикси реализовать уникальнейший проект ветродизельной уникальной установки, абсолютно экологически современной, отвечающей всем самым жестким требованиям природоохранного законодательства и, конечно же, очень экономичной. Уже вот сегодня озвучено, что благодаря этому ветродизельная электростанция будет экономить порядка 500 тонн дизельного топлива в Тикси. Мы все прекрасно знаем, насколько сложная схема у нас доставки топлива в северные районы, в Арктику. И, конечно же, экономия вот этих 500 тонн, она очень и очень важна. Конечно же, этот проект – результат многолетней работы и результат хорошего сотрудничества в целом между Якутией и Японией. Уже не один проект реализован совместно якутскими и японскими компаниями. Уверен, что они в дальнейшем будут продолжаться, потому что, конечно же, российско-японское сотрудничество глобальное, оно состоит из таких межрегиональных проектов, и в проектах межрегиональных и наша республика является как раз в отношениях с Японией одним из безусловных лидеров. Межведомственная комиссия Минтранса России одобрила проект строительства Ленского моста. Об этом сообщил глава Республики Айсен Николаев во время встречи с журналистами. Руководитель региона отметил, что проект поддержан и внесен на рассмотрение в правительство России. По словам Айсена Николаева, пока не решен вопрос долей финансирования. Глава региона выразил уверенность, что при поддержке президента страны и правительства финансовые вопросы будут до конца отрегулированы. Дальневосточную авиакомпанию создадут до 1 февраля следующего года. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он отметил, что договоренности были достигнуты с главами субъектов Дальневосточного федерального округа. Авиакомпания будет работать на базе «Авроры».
Теперь об эпидобстановке в регионе. За сутки в республике зарегистрирован 201 случай COVID-19. По информации оперативного штаба, в Якутске заболели 89 человек, в Алданском районе 14 случаев, в Нюрнбергском 9, в Мегино-Кангаласском 8, 7 человек заболели в Мирнинском районе, по 6 случаев в Вилюйском, Таттинском и Усть-Алданском районах. В остальных районах республики от 1 до 5 заболевших. 5 человек скончались за сутки от COVID-19. В ходе брифинга замруководителя оперштаба Ольга Балабкина сообщила о мерах безопасности во время выезда детей из домов-интернатов на каникулы. Приняли принципиальное решение о том, что непосредственно все дети, которые выезжают в районы на каникулы, они, соответственно, также будут подставлены как под педиатрический медицинский контроль на территории выезда на место каникулярное в пределах республики. И, соответственно, соответствующее медицинское наблюдение им будет проведено так же, как и летом. Ну и кроме того, до конца недели Министерство образования должно будет разработать порядок безопасного выезда детей к своим родителям из интернатов нашей республики. Между тем, с начала декабря наблюдается незначительное снижение заболеваемости ОРВИ среди детей и работников образовательных учреждений. Об этом на брифинге рассказал зампред правительства региона Сергей Местников. Сегодня в ряде школ региона из-за низкой температуры объявлен актированный день. Но учебный процесс организован в дистанционной форме. Ожидается, что предстоящие каникулы позволят значительно снизить заболеваемость среди учащихся и педагогов. Более спокойная эпидситуация по сезонному гриппу в дошкольных учреждениях. Большинство детских садов в регионе работают очно. Что касается студентов, то учеба в вузах и СУЗах организована в основном в дистанционной форме. В случае улучшения ситуации в январе студенты смогут вернуться в аудитории. По поводу студентов у нас сегодня учреждения профобразования и высшие учебные заведения преимущественно обучаются в дистанционном формате. Мы с учетом ситуации, которая будет складываться в первом квартале, будем постараться переходить на очную форму обучения. В этом году лаборатория клинической иммунологии и диагностики ВИЧ-инфекции Ленска отмечает свой 30-летний юбилей. Год выдался для сотрудников сложным, объем работы в связи с пандемией увеличился в несколько раз. Светлана Балеева пообщалась с коллективом лаборатории. Вот уже 30 лет коллектив лаборатории клинической иммунологии и диагностики ВИЧ-инфекции проводит исследования крови пациентов на ВИЧ-инфекции, гепатиты, партуситы, на онкомаркеры. В списке еще ряд исследований. На гормоны, на аллергический статус. Но в последнее время в связи с эпидемией коронавируса с апреля месяца лаборатория более направлена, скажем так, исследование на коронавирус. Сначала в мае-июне была здесь развернута ПЦР-лаборатория. Сегодня в лабораторию поступает около 40 биопроб. Большая часть исследуется на наличие новой коронавирусной инфекции. По словам техников лаборатории, несколько месяцев назад ежедневно проводилось более 150 исследований. По крови лаборанты определяют, заболел человек коронавирусом, перенес инфекцию или же находится в стадии разгара болезни. Результат пациенты получают в течение дня. Например, человек утром сдал анализ, и после обеда он уже готов. И мы, врач, который, например, направлял, он уже получает результат буквально после обеда. К тому списку исследований, которые ранее проводила лаборатория, добавились еще 2 вида на выявление коронавирусной инфекции. Вот сейчас я вам покажу. Это экспресс-тест, который делается быстро. 15-30 минут. Мы берем сыворотку крови, закапываем ее в лунку. И реагенты. 3 капли. Если у человека уже наработались антитела, мы увидим антитела к G либо к M, смотря в какой фазе у него сейчас идет заболевание. Лаборатория – режимный объект, так как все исследования проводятся по микроорганизмам 3-4 группы патогенности. В коллективе трудится 9 человек. С самого утра лаборанты проводят исследования. Стараются все поступившие биопробы отработать за день. Сразу же электронным письмом результат отправляется врачу, благодаря чему назначается своевременное лечение. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.
В Нерюнгри наградили добровольцев, которые помогали людям в период пандемии коронавируса. Они доставляли нуждающимся продукты, лекарства и предметы первой необходимости. На торжественной церемонии побывала Екатерина Павлова. «Мы вместе» – проект, направленный на помощь тем, кто оказался в сложной ситуации из-за пандемии, в первую очередь пожилым и маломобильным людям. Добровольцы доставляют нуждающимся на дом продукты, лекарства и предметы первой необходимости. В Нерюнгринском районе численность получателей социальной поддержки к декабрю 2020 года – 302 человека. На постоянной основе волонтеры оказывают помощь 8 пожилым гражданам. Вся волонтерская деятельность, она от чистого сердца волонтерами производится. И мы очень хотим, чтобы у людей было крепкое здоровье, желаем, чтобы все люди берегли себя, а мы, волонтеры, будем помогать вам. Штаб волонтеров получил поддержку от районных властей и госучреждений на приобретение средств индивидуальной защиты, комплектации продуктовых наборов, обеспечение транспортными средствами, информационная поддержка. Ваше движение, конечно, это всегда приятно и всегда похвально. Я хочу сейчас от имени не только районной администрации, а, наверное, от имени всех жителей нашего Нерюнгринского района сказать вам огромное спасибо. Спасибо за то, что вы отреагировали, откликнулись, в ущерб, может быть, своему личному времени и приходили на помощь тем, кому она была необходима. Поэтому спасибо вам большое. Активные волонтеры на силе воли и милосердии, которых в течение всего периода строилась и продолжает строиться работа волонтерских корпусов, получили свои заслуженные награды. Мы вручили медаль от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за особые заслуги в реализации этой акции, а также наши волонтеры особо активные получили награды от Федерального агентства по делам молодежи, также в связи с активным участием в реализации акции «Мы вместе». Волонтерство в России – это новая идеология, и сегодня оно включено в национальные цели развития Российской Федерации до 2030 года. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Сейчас короткая реклама, а далее смотрите на нашем телеканале. Дистанционные мошенники не дремлют. Количество преступлений выросло в Якутске почти на 34%. Жизнь и смрад. Деревянный многоквартирный дом в Якутске превратился в фекальную Венецию. Жители бьют тревогу, есть ли выход из ситуации. В маленьком селе Хатыстыр вышла кинокартина об эвенках Алданского района в годы войны. Как создавали фильм? Это итоги дня. Мы продолжаем выпуск. Грузоподъемность ледовой переправы через реку Алдан на трассе Колыма увеличена до 20 тонн. А 25 декабря планируется открытие движения по автозимнику на участке дороги А-331 от села Тас-Юрях в Якутии до поселка Верхнемарково Якутской области. Общая протяженность автозимника более 800 километров. Отмечается, что исходя из погодных условий и фактического состояния ледовых переправ, сроки могут быть скорректированы. Для магазинов и рынков с 1 января вступят в силу новые требования Роспотребнадзора. Согласно постановлению, продавцам будет запрещено взвешивать продукты без упаковки на весах. Это касается мяса или кулинарии. Продавать арбузы и дыни с надрезанными половинками тоже запретят, как и продажу позеленевших клубней картофеля. Не допускается к продаже замороженная и снова замороженная продукция. Запрещено торговать утиными и гусиными яйцами. А если продавец продает сырое молоко, он должен разместить предупреждающую табличку, что продукт необходимо кипятить. Дистанционные мошенники стали активнее. Количество преступлений с использованием средств мобильной связи выросло в Якутске почти на 34% по сравнению с прошлым годом. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Житель Якутска перевел аферистам более 9 миллионов рублей. Мошенники прикинулись брокерами, занимающимися вкладами. В Инстаграме реклама, инвестиции в «Газпром». Решил сделать инвестицию, позвонил им, записали меня, свели с брокером. Начал работать сначала маленькие взносы, потом брокер предложил мне, он внес $50 тысяч, и я внес. Меня вначале маленькие взносы делал, потом вот звонили на большой.
Для обмана дистанционные мошенники используют самые разнообразные схемы. Они могут позвонить и представиться сотрудниками банка или государственных ведомств. Также они находят своих жертв через соцсети и сайты объявлений. Для нашего города поступают звонки от представителей различных банков с номерной емкостью 495-499. Они под различными предлогами, то есть, что якобы совершаются мошеннические действия с их счетами, необходимо обезопасить и осуществить переводы на другие различные счета. Были случаи, что потерпевшим поступали звонки, в том числе с дежурной части Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России Якутская. Хотим предупредить жителей нашего города. Не стоит совершать те действия, которые от вас требуют неустановленные лица. За 11 месяцев этого года в одном только Якутске зарегистрировано 1158 дистанционных преступлений. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 33,6%. В преддверии новогодних праздников, при приобретении подарков, при заказе товаров из сайтов, инстаграм-магазинах или бесплатных объявлений, таких как Юла, Авито и так далее, проверяйте ресурсы на подлинность. Остерегайтесь различных сомнительных инвестиционных проектов, брокерских организаций. Не спешите перечислять все имеющие денежные средства незнакомцев. Злоумышленники понимают психологию человека, поэтому стараются сразу получить всю информацию. Чтобы обезопасить себя от подобных преступлений, нужно быть предельно осторожными. Не совершайте сделок с непроверенными продавцами или покупателями. Если вам позвонили якобы из банка, прервите разговор и позвоните на горячую линию банка. Если вы стали жертвой мошенников, сразу обратитесь в полицию. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск. Жизнь и смрад. Деревянный многоквартирный дом по Семена Данилова превратился в фекальную Венецию. Жители бьют тревогу и просят о помощи. Дом признали аварийным в 2018 году, но жильцы боятся не дождаться счастливого переселения. Ульяна Шагина пообщалась с собственниками. Тут забили ДВПшкой. Спасая жизнь своей семьи, Надежда Емельянчикова вынуждена была буквально сбежать в съемное жилье. В этой квартире на Семена Данилова 3/1. Жить уже давно стало опасно. Все мучаются, соседи тоже ходят одетые, тут всякое разное. Мы здесь вообще не живем. Вот залезли в большие долги, чтобы снимать квартиру, как-то что-то где-то кого-то быть, а здесь уже как бы никак не получается финансово. По якутским меркам дом не такой уж старый, ему 36 лет. Но постоянная смена управляющих компаний, несвоевременное устранение течей, нерадивое отношение к жильцам привели его в аварийное состояние. Дом признали аварийным еще в позапрошлом году, до расселения целых еще 3 года. И жильцам приходится просто-напросто выживать. Помимо обрушения стен и потолков, еще на днях прорвало канализацию. Проблемы с канализацией в этом доме уже давно. Летом течет со всех труб, а зимой эти же трубы лопаются, заливая фундамент. Управляющая компания «Юнион» на заявки жильцов реагирует не всегда, признаются жильцы. Из-за постоянной течи под домом прогнили полы, температура в доме не поднимается выше 15 градусов, а в каких-то и вовсе +7. У нас всегда вот заморожено все, потопы, канализация, управляющая не реагирует. В общем, никто не реагирует, не помогает, как жить, не знаем. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно, вспоминаются лермонтовские строки. Но бабе Маше, как привыкли ласково звать ее соседи по горю, нет времени на классику. Ее супруг 6 лет назад провалился вместе с унитазом под дом. Фундамент из-за холода и сырости давно начал ходить ходуном. Вот так вот одеваемся, даже бывает, ну вот так вот, видите, как вот сейчас одета, бывает даже он одеваем. На полу, если тряпку положить мокрую, она сразу вот уже через какое-то время уже замерзает мокрая тряпка. В соседней квартире Александр Шувалов пытается с 3-й попытки захлопнуть двери. Не получилось. Зловоние здесь растекается зеленым туманом в каждый угол его холодной квартиры. Единственный выход – открывать форточку, даже если за окном минус 45. С утра встали, открыли форточки. Холодно. Ну а куда деваться? Дышать-то тоже чем-то надо. Господи, да расселите нас ради Бога. Ну невозможно жить-то. Буквально в прошлом году по обращению жильцов комиссия провела визуальное обследование дома. Доступа для осмотра черновых полов они не нашли. Зато вынесли вердикт. Сроки сноса перенести невозможно, так как дом не вошел в текущий этап региональной адресной программы. А это значит ждать переселения жильцам еще как минимум 4 года. Доживут ли? Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск.
Специалисты социальной сферы республики отныне будут сдавать профессиональный экзамен. Для этого на базе ресурсного центра социальной защиты «Победа» при Министерстве труда и социального развития открылся экзаменационный класс. Он отвечает всем стандартам. Специалисты будут проходить независимую оценку квалификации. Напомню, что создание экзаменационного центра было включено в план мероприятий дорожной карты по вопросам развития национальной системы квалификации в Якутии до 2022 года. Мы провели работу организационную, начиная с 2019 года, в текущем году, по открытию Центра оценки компетенции именно в сфере социальной защиты и социального обслуживания. Этот Центр оценки компетенции открыт сегодня на базе Центра профессионального развития и оценки квалификации Российской Федерации. У нас в этом году прошли соответствующую экспертизу и экзамен 4 специалиста, которые уже в следующем году смогут проводить квалификационный экзамен для наших специалистов в соответствии с профессиональными стандартами. Эвенки Алданского района в годы Великой Отечественной войны. Под таким названием на экраны вышла кинокартина, снятая в селе Хатыстыр. Реалии тех лет и образы старших поколений, прошедших через ужасы и боль войны, в фильме воссоздали взрослые жители села и школьники. А сценаристом, режиссером стала учительница русского языка Хатыстырской школы Татьяна Баишева. О том, как шла работа над фильмом, узнавала Татьяна Вахнина. Пока ты нах. Даробия чугей, только немецтер тюна и кира тураллар. Это письмо много лет назад было доставлено в село Хатыстыр. Весточку с фронта прислал Николай Петрович Гермогенов своей супруге. Треугольник с быстрым и слегка неровным почерком сохранился у племянницы Николая Петровича Марии Васильевой. В домашнем архиве хранится и похоронка. Реалии страшных 41-45 отражены в картине «Эвенки в годы Великой Отечественной войны». Кровопролитные бои, тяготы тыла, непосильный детский труд и всепоглощающая боль жен и матерей, получивших весть с фронта. Фильм вышел на экраны села Хатыстыр несколько дней назад. Фильм «Эвенки в годы Великой Отечественной войны» был снят по сценарию, написанному учительницей литературы школы села Хатыстыр Татьяной Баишевой. В основу создания кинокартины легла идея, воплощенная школьниками Белецкого наслега на сцене Алданского театра юного зрителя 10 лет назад. Музыкальную композицию ребята представили к 65-летию Великой Победы на районном фестивале «Золотая сказка». Я, Андреев Гаврил Николаевич, Эвенк, уроженец Учурского района, был призван в 1941 году, пропал без вести. Роли 7 бойцов исполнили школьники с 7 по 11 класс. Почти 80 лет назад на передовую отправлялись их деды и прадеды, бывшие не намного старше. А сцена битвы снималась в центре села, на руинах прежней школы. На этапе написания сценария Татьяной Баишевой была проведена огромная работа по изучению архивных материалов. Достоверность соблюдена и в подборке сценических костюмов. Шинели хатыстырцам предоставил районный дом культуры. Он мертв уже, ему не больно, а их еще письмом убьют. В процессе работы над фильмом, отмечает Татьяна Баишева, артисты были сосредоточены на серьезные, стремясь каждое действие сделать максимально реалистичным. А на презентации картины ребята не могли сдержать слезы боли и благодарности поколению победителей. Татьяна Вахнина, Алданский район, село Хатыстыр. К этому часу это все новости. Берегите себя, не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.